Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – два начала гармонии. В музыке крайне редко встречаются произведения, в которых выражалось бы полностью безмятежное настроение. Гораздо чаще музыкальная гармония построена на противоположности светлого и затемненного, печального и радостного. Такое понимание гармонии, как единство противоположных начал, заложено еще в мифологии. В одном из древнегреческих мифов рассказывается, что гармония была дочерью Ареса, бога войны и раздора, и Афродиты, богини любви и красоты. Соединение коварной и разрушительной силы, силы вечной юности, жизни и любви – такова основа равновесия и покоя, олицетворяемых гармонией. Поэтому гармония в музыке – искусстве временном, движущемся, почти никогда не предстает в своем законченном виде. Наоборот, она достигается в развитии, борьбе, становлении. Наверное, двойственная природа гармонии и стала причиной того, что гармония музыкальная почти целиком строится на противоположностях. Противоположные светлый мажор и печальный минор. Консонанс своим согласным звучанием противостоит диссонансу с его напряженностью. Неустойчивый аккорд стремится к разрушению в устойчивый. Поэтому не таким удивительным кажется то, что произведений, подобных прелюдии до мажор Баха, в музыке не так много. Гораздо чаще встречаются сочинения, в которых гармония выражает стремления и страдания, мечты и надежды, тревоги и раздумья, все, чем полна человеческая жизнь. И также, например, в живописи, где даже самую простую картину невозможно написать одной краской и одной линией, так и в музыке никакой замысел не может быть воплощен только каким-нибудь одним гармоническим средством. Вспомните серенаду Франца Шуберта, которую мы слышали недавно. В ней для передачи различных настроений композитор использовал ладовый контраст мажора и минора, передающий различные оттенки чувств героя. Способность передать различные оттенки человеческих чувств порой прямо противоположные и состоит одной из коренных свойств музыкальной гармонии. Гармония во все времена опиралась на лады, различные по своему характеру. Уже древнегреческие философы спорили о характере воздействия музыкальных ладов. Они признавали, что изменение даже одного звука лада придает ему совершенно иную выразительность. Вспомним хорошо известные нам мажор и минор, основные аккорды которых отличаются друг от друга одним единственным звуком. Но как резко отличается характер их звучания. «Мое убеждение таково», – писал великий немецкий писатель и мыслитель Гёте. «Мажорный лад побуждает к деятельности, отправляет в широкий мир. Минорный выражает все невыразимое и томительное». Вспомните симфонию номер 40 Вольфганга Амадея Моцарта, одного из самых гармоничных композиторов. Как естественно в ней гармоническое дыхание, соотношение света и тени, как органичное переплетение мажора и минора в их сопоставлении, чередовании, изящной игре.
Роберт Шуман сказал про эту симфонию: «Каждая нота в ней – чистое золото, каждая часть ее – это клад». Гармония всегда возникает из противоположностей и противоречий там, где есть любовь. Ведь гармония – подлинная душа искусства, его красота и правда. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.